Для каждого человека мама – это словно корабль, на котором он путешествует с самого детства. Мама, как капитан этого корабля, отправляет его потом в самостоятельное плавание. Так и в нашем сегодняшнем случае. Когда-то именно мама с легкостью отпустила своего сына в дальнее плавание по волнам жизни. Наш герой хоть и не путешественник, но повидал в этой жизни многое, в том числе и все 7 чудес света – пирамиду Хеопса, статую Зевса, Александрийский маяк и все остальное. Такова его природа – разъезжать по миру. Такова его работа – устраивать праздник жизни. И тоже по всему свету. Но главное чудо света для него, 8-е – это мама. Мне кажется, невозможно определить маме какое-то одно качество, которое мне больше всего нравится. Ну, в то время не было же УЗИ. Мы ждали просто своего ребенка. Очень рада, что это был мальчик. Он был первый ребенок, потом родились 2 наших девочек. Вот нас 3 их. Он был такой активный, все время что-то придумывающий, все время что-то организующий ребенок. Характер, ну не знаю, с обоих взял, наверное. Ну, говорят, что меня. Вот. Но отец у нас такой рассудительный. Прежде чем он отрежет, он 7 раз отмерит. Вот такой он. Но до конца придумает всю конструкцию, потом только начинает делать. А я так все время что-то выдумываю, все время организую, идеи даю. Эдуард Гаврилев, один из самых известных людей якутского и российского шоу-бизнеса, унаследовал творческую жилку и от мамы, которая всю жизнь проработала библиотекарем, и от папы художника. Организатор феерических вечеринок и креативных мероприятий получил режиссерское образование в Москве. Вернувшись на родину и проработав некоторое время в различных предприятиях Якутска, почувствовал, что его душе требуется творческое раздолье. Так устроитель культовых торжеств поехал покорять столицу России. Привет! Стараюсь делать так, чтобы мне никогда не было стыдно называть себя якутом. Якуты крутые, современные, модные и очень талантливые. Мне так это нравится. Еще очень смешно было. Я приехал в Якутск и там по работе названиваю разным своим коллегам, незнакомым людям. Здравствуйте, это Эдик Якут. На другом конце провода я тоже якут. И говорят, я же в Якутске, черт. Извините, Гаврилев меня зовут. Поэтому я в Якутске Эдик Гаврилев, в Москве Эдик Якут. А имя мы придумали в соответствии к имени отца. Он очень имеет редкое имя – Рево. Это имя придумал его отец, дед Эдика. Мы хотели, чтобы к отчеству как-то совпадало это имя. Поэтому он получился Эдуард Ревович. Почему Эдик? Странное имя. В школе как бы не очень понимал. Но потом я понял, что оно настолько странное для меня, когда видят вначале узкоглазого парня, и вдруг он Эдуард Гаврильев. Или по телефону я в Москве, когда договаривался о встречах по работе, там, с клиентами, с заказчиками. Добрый вечер, Анжела Николаевна, это Эдуард. Эдуард Гаврилев из компании VIP Program. Я бы хотел приехать к вам на встречу, обсудить наше предложение, показать нашу смету, договор. Приходил, говорит, и мне сказали, а Эдуард-то приедет? Я говорю,
это я, Эдуард. По голосу мы думали, что вы совсем другой, Эдуард. А вы тут, оказывается, вот такой. Я говорю, какой? Эдуард для меня и такое необычное имя, которое задает тон всему общению вообще. Где там, эй, какой-то Алешка, или там Стасик, а тут Эдуард целый. Тем, что я якут, я горжусь тем, что я помогаю людям открывать для себя Якутию с разных сторон. Я вам рассказываю, как мы празднуем, что мы делаем, как живем, как кушают, как живут мои родители, как я туда езжу, что я видел, как путешествовал по всей республике. Они, как будто я за границей побывал в очень недоступном месте. Говорят, правда, у вас там такая река, правда, у вас там столько комаров, когда ты пробегаешь через стену комаров, остается силуэт. Правда, вы, достав с реки рыбку, чуть-чуть посолив, сразу кушаете ее. Ну, короче, строганину. Удивляется всему. И у них остается в мозгах, что якут – это и есть Якутия. Малая родина – это то место, где человек чувствует себя спокойно и свободно. Здесь он рождается, получает образование, заводит первых друзей. Это именно то место, которое вселяет в человека надежду на успех в любых его начинаниях. Я же родился в Намцах. Я намский. Намцы, хотя и большая деревня, но так сложилось, что основной костяк моих одноклассников вышел из нашего детского сада. Дети, с которыми я вырос в детском саду, они же меня сопровождали в первом классе, в начальной школе, потом дальше. И до сих пор дружим. Поэтому, наверное, детство интересное, которое мне позволяло себя чувствовать уверенно, потому что были друзья, с которыми я рос вместе. Не знаю, то ли тогда мы, дети перестройки, были сами странными и хотели всего нового, свежего, не хотели просто быть в школе как школьники, пришли, получили какие-то предметы, оценки и ушли домой. Мы в школе тусовались. Не то, что продленная группа была, мы сами оставались классом и придумывали, как же нам классно провести какой-нибудь праздник или мероприятие. И мы в школе оставались и сами придумывали себе вечеринки. То есть не просто кассету поставили и там покрутили на карандашике, отмотали песню «Ласковый май» и потанцевали. Нет, мы придумали совершенно разные вещи. Например, прошел конкурс «Star Teenager». Вау, английское слово «star teenager», что это такое? Тинейджер, наверное, это модное что-то, стар, звезда. Позвали несколько разных школ на баттл. Из Апаны, из Хамустаха, по-моему, 4 школы приехали. Представляешь, и даже школьники, мы через пионерскую организацию им давали вызов. Это же нужно собраться, человек 10-15, учить танцы, учить песни, придумывать костюмы и приехать в Намцы, соревноваться. И все это делалось только силами вот наших самих школьников. И вот сейчас у меня мурашки пошли. Какие же мы классные были, черт побери. Ах! У них класс был очень хороший, с начальных классов. Учительница первая Ольга Николаевна была. Она учила их как-то свободно мыслить. И все они какие-то свободомыслящие получились, наши дети. А потом в старших классах тоже такой хороший классный руководитель попался. И вот они все были такие активные, они держали стержень в школе. Они все свои эти мероприятия взяли в свои руки, и там проводили в школе всякие разные тематические и нетематические мероприятия. За активное участие он даже посетил Артек, Орленок, пионерские лагеря. И он не мог как-то просто так сидеть. Если мы сами себя не развлечем, никто нам не сделает вечеринку. Если мы сами себе не придумаем какой-то поход, съемки клипа, новый конкурс сделать между школами, никто нам ничего не сделает. И это правда. И поэтому, наверное, выбор профессии у меня в ту сторону ушел.
Я же хотел быть банкиром, тогда все банкирили, бандитом хотел быть. Но бандитом не стал, банкиром тоже не стал. Стал, наверное, вот человеком, который не успокаивается. Вот такая у меня профессия. Мы готовимся завтракать по поводу дня рождения Наденьки. Такой странный у нас симбиоз в школе и учебы, соединение свободного времени и творчества. И до сих пор это во мне сидит, я не могу успокоиться. Просто так прийти, например, на концерт или на какое-то событие, вот даже в Москве, мне неинтересно. Я люблю за кулисами побывать, узнать, что подсказать кому-то. Везде очень мне не нравится иногда это. Приглашают меня на свадьбу чью-либо или там на день рождения. Сижу и понимаю, где ошибки. И вот организаторская штука у меня села в мозгах, и я сразу начинаю там, так, горячее рано подавать, подаем через 15 минут. Так, уберите, артист рано. А я просто гость сижу. И через какое-то 1,5 часа вокруг меня начинается, все организаторы подходят, так, Эдуард, когда торт выносим, когда это? Вижу, что-то бокал разбился, пока уборщицы не найдут, я не успокоюсь, сам убираю. Вот такое... Это со времен школы осталось. Всегда есть дело до всего. Прошло почти больше 20 лет после того, как мы школу закончили. Больше 25 лет. Да. Да нет. Короче, прошло несколько лет после того, как мы закончили школу. И до сих пор у нас есть чат. Я когда прилетаю в Якутск, говорю, все, собираемся там-то, там-то. Собираются. У нас там один мой одноклассник, федеральный судья, другой главврач больницы, третий управляет огромным хозяйством строительной компании, третья управляет банком. И вот все мои одноклассники стали самодостаточными, интересными. Каждый раз, когда я прилетаю в Якутск, мы встречаемся. И каждый раз, когда мои одноклассники прилетают в Москву, все или у меня живут, или мы встречаемся. И даже ребята, которые учились со мной в Верхневилюйске 1 год, и старше меня на пару лет, они считают меня тоже одноклассником, и тоже у меня живут, или же я их встречаю, везу на какие-то крутые концерты, шоу, на съемки комедии. То есть у меня такой непрекращающийся выпускной, который длится вот уже 25 лет, мне нравится. И я с ними чувствую себя как-то, как с родными, наверное, что ли. Вот, мы все еще дети, наверное, в какой-то момент. И нам от друг друга особо нечего скрывать, поэтому как-то мы открыто такие. У него был такой хороший друг, Женя Охлопков. И вот с ним они ходили все, сначала перепробовали все почти кружки Дома пионеров, потом остановились на кружке фотографии. И они там весь день проводили. Тогда же были черно-белые фото. И вот там и темная комната, и красная лампа, и увеличитель, и какой-то закрепитель. Мы все это дома тоже приобрели, и они печатали черно-белые фотографии, потом видеосъемку, когда появились камеры. И потом они даже из других классов друзья примкнули, и они при Доме пионеров снимали клипы, ролики, какие-то передачи. Эти передачи даже показывали по местному ТВ, создавали свою форму, шили. На этом и помогали ему как могли.
У меня, когда я учился в школе, с первого класса, наверное, с первого, второго класса появился друг Женя Хлопков. Очень известный одно время назад режиссер, постановщик шоу, там, Этиген Хамус, придумал и помог стать звездами очень многим артистам, до сих пор его все вспоминают. И чтобы мне не страшно было идти в полной темноте, я вижу вообще вот, не было же телефонов с фонариками, просто нет. И ты ходишь, как примерно знаешь, вот там где-то твой дом. Идешь страшно, и он пел песни революционные, потому что других песен мы особо не знали. Мы участвовали всей школой, классом в конкурсах смотра строя и песни. Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон, но от Таги до британских морей красная армия всех сильней. Так вот же красная сжимает властно. И вот так, длинная песня. Мы с Женей пели песни, расходились в темные стороны, и вот доходили так до дома. И вот так мы выросли, потом мы стали чуть взрослее. Я уехал учиться в Москву, он приехал учиться в город Якутск и стал учиться в колледже культуры. И мы с ним начали делать такие первые потуги создания шоу-бизнеса в Якутии. Я в 16 лет привез в Якутск после 20-летнего перерыва, когда никто из звезд не ездил, Ладу Дэнс, Валерия Меладзе, группу «Неоновый мальчик», кого-то еще. Все это 50 лет победы. Первое шоу в 50 лет победы. Неправильно все посчитал, неправильно продавал билеты, неправильно все делал. Все, что можно было сделать в 16 лет неправильно, сделал я все неправильно. Попал на огромные деньги, были огромные минуса. Ну, ума не хватило и опыта, конечно же. Я не знал, что звезд надо селить в приличную гостиницу. Я думал, ну, ночуют и ночуют. Поселил их в пансионате для ветеранов войны. И там что-то там, какой-то пансионат, половина ветераны, половина инвалиды, и там Меладзе, Лада Дэнс, и вот как бы все они вместе жили. Как-то что-то говорили, надо составить гримерку, сделать там. Ну, я что мог взять? Взял пирожки мамины, взял, тогда продавались роса-кола, вот такие. Ну, то есть даже не Кока-Колу, а роса-кола, не бутерброды, а мамины пирожки. Ну, думаю, ну классный же обед. Заходит директор Меладзе, говорит, а где наша нарезка? А где там 4 вида сыра? А их 4 вида бывает, в принципе, подумал я. Думал, будет, сказал я и убежал, потому что я боялся так. Вот тогда меня родители поругали. Почему ты, ничего не зная, сделал то, что ты сделал, ввел в гигантские долги весь коллектив, с которым я там работал. Ну, это была такая школа, что я понял, что... А Женя был рядом? Женя был рядом, Женя не спал, он, бедный, отвечал за то, чтобы этих артистов встречать, кормить и ухаживать за ними. Он говорит, они требуют коньяк. Я говорю, а ему 16 лет, нам и коньяка-то в магазинах не продавалось. И думаю, а как купить коньяк? И сколько он, мы не знаем, сколько он стоит, где он продается, мы же не пили. И мы такие, да, надо пойти найти коньяк. И найти взрослого, кто нам купит этот коньяк. Ой, кино и немцы. Сейчас бы я никогда в жизни в такую авантюру не пустился, но вот с Женькой Хлопковым я пустился в такую авантюру. Жалею, да. Расстраиваюсь, да. Но сделал бы еще раз, наверное, да. К сожалению, его не стало. Вот, несколько лет назад, я думаю, что не только я как друга потерял, и как родители потеряли сына, но потеряли мы все любители музыки, любители качественного контента, как сейчас говорят. Он бы еще много чего мог бы сделать. Но я продолжаю дружить с его родителями. И даже, представляешь, он попросил назвать своего родного племянника именем Эдик. Это память о том, что насколько мы были дружны и близки с Женькой. Удивительно, удивительный парень был, талантливейший, добрейший, веселый, конечно, сумасшедший, тяжелый иногда. Ну, друзей не выбирает, друзей нам присылают из космоса. Как жизнь дарит человеку настоящих друзей, так и судьба преподносит ему различные испытания. Одним из запоминающихся приключений в жизни нашего героя, которому на тот момент было всего 12 лет, стала одиночная поездка в Первопрестольную для участия во Всесоюзной конференции молодых историков. Короче, его вызвали туда. И должен был поехать руководитель с ним со дворца детства, вернее, дом пионеров назывался тогда.
И почему-то этот руководитель не поехал. И мы как-то не додумались, чтобы его сопровождать. И мы его отпустили одного. И как-то он сел в самолет и улетел. Я лечу в 12 лет, первый раз в Москву. У меня была, по-моему, кроличья шапка. Вот такие еще унты, сапожки с подошвой из войлока, они сразу намокли. Почему меня так отправили? Думали, наверное, это потому что это была весна, а в Якутске было очень холодно. Я оделся как по Якутску ходить, а потом в Москве оказалось все в лужах. И Москва мне так и не понравилась. Думаю, фу, какая она грязная, она везде лужи, так много народу, никто меня не слушает. В этих дурацких унтах по апрельским лужам далеко не ушел, потерялся в Москве, через 4 часа нашел редакцию газеты «Пионерская правда» и сказал: здравствуйте, я победитель конкурса, приехал в «Пионерскую правду». Говорит, откуда? Из Якутии. А у них скандал, ребенок потерялся. Что такое? Они звонят в Якутск родителям, звонят в Дом пионеров, который меня отправлял. Как он выглядит? Так все из самолета вышли, все узкоглазые. Ну окей, они не смогли меня найти почему-то и потеряли. Или опоздали, меня не встретили. Такие веселые деньки, но до сих пор это такое какое-то удивительное ощущение. Оказывается, можно было так путешествовать без страха, с открытым сердцем, без денег и как-то себя находить в большом городе. Принял участие, приехал с дипломом. Поэтому мы уже были спокойны. И после этого с отцом еще ездил по Средней Азии, и он был готов, короче, большие города. Оказывается, мир такой большой, и в нем так много всего интересного, и надо что-то делать, чтобы себя реализовать в этом мире. Полюбил я этот город, короче. Не знаю, это город амбиций, это город очень быстрой энергии. Москва мне очень комфортно. Не знаю, я кайфую от того, что я живу в самом красивом городе России после Якутска. Правда, правда? Сейчас, наверное, если меня спросят, где мой дом, я уже буду бояться ответить на этот вопрос однозначно. Конечно, моя родина и дом мой основной — Якутия, Намцы. Но и здесь у меня дом. Ведь дом там, где нам не только комфортно жить, работать, творить. Дом, который тебе подходит по энергетике, по твоему мироощущению, наверное. Ну вот в последнее время, когда он приезжает, мы всегда ходим на фотосессию, чтобы на память остался. Вот так. А так вот общаемся, когда он дома, расспрашиваем. Слишком веселым он не бывает, но все равно юморной он. Он никогда не закрывается, всегда шутит, всегда старается общаться с сестрами, с племянниками. Дает мне ощущение считать счастливыми дни, даже когда их просто вижу. И оно классно. Дети Матрёны Николаевны умеют порадовать свою маму, особенно Эдуард. Правда, иногда его сюрпризы бывают уж слишком неожиданными. Когда мне исполнилось 65 лет, мы тут немножко собирались с подружками моими посидеть, и вдруг вошел такой молодой человек, сказал: вот Эдик прислал подарок, этот на улице подарок. Ну ладно, пойдем посмотрим, да? Пошли, там стоит такая большая коробка с красным баном. О, еще это холодильник, что ли? Я думаю, зачем мне? Подумала. Я решил сделать сюрприз на мамин день рождения. Приехал в Якутск. Звоню друзьям, говорю, хочу найти коробку из-под холодильника. Ну, чтобы я из-под телевизора не вмещаюсь явно, нужен холодильник. Оказывается, не так просто найти резко коробку из-под холодильника. Она выдается вместе с холодильником, когда человек покупает, и потом, когда человек купил, он же выкидывает это. И мы поехали в М-видео, стояли, кто купит холодильник. И особо никто не покупал холодильник, когда мне надо было. Уже вечер, она в 7 часов подруг собирает все дома в Намцах, уже часов 6
Пока никто не купил холодильник. Ну вот один человек покупает холодильник, мы ему напрашиваемся, пожалуйста, продай нам. Поехал в Намцы, и все, она выходит. Как раз еще подруги опоздавшие идут. О, холодильник, что ли, отправился? Слышу, голос стоит. Мама, привет! Она, ой-ой-ой-ой. Я думаю, ой, черт, еще сердечный приступ ее схватит. Ну, не знаю, мне кажется, такой очень приятный шок-момент. Но надо, вот если с каждым годом надо беречь родных, то, мне кажется, с таких сюрпризов можно и заикаться начать. Мы так все смеялись и обрадовались. Так и однажды он приезжал ко мне на день рождения. Я сам себя спрашиваю, где есть грань между праздником и обычной степенной, спокойной жизнью. Но как только я начинаю быть степенным, спокойным и умным, мне становится скучно. Поэтому мне не хватает некого безумия, что ли. И я пытаюсь режиссировать даже обычные истории, обычную жизнь как-то немножко неожиданно. Я однажды сделал свой день рождения, пригласил друзей в 7 утра на завтрак. Я позвал 50 человек, пришло 12. Я знал, что придет мало в 7 утра. И на завтрак, типа, было неожиданно. Вот такие какие-то... Это же просто, да, не отмечать день рождения вечером, как все отмечают, а отметить утром. И тогда весь день у тебя как будто праздник. Такая маленькая штука, которая меняет ощущение праздника совсем по-другому. Эдуарда давно уже называют человеком-праздником. В этом вся его сущность. Юморной, веселый, смешной, яркий, жизнерадостный и оптимистичный. Умеет он и удивлять, особенно своими вкусовыми пристрастиями. У меня какой-то странный вкус. Я очень люблю оладьи и пирожки, знаешь, с чем? С вареньем. И вот я на пирожок с мясом намазываю варенье, и мне так кажется вкусно это. Я так люблю землянику, ее так всегда мало. Землянику всегда запасаемся. Всегда у нас одна банка для него. И вот бутылку пластиковую, ну иногда маленькую представить, иногда литровую, там полуторалитровую. Такая тан-тан-тан-тан. Я прям очень никому не даю, только очень близким друзьям чуть-чуть попробовать, и потом сам со сметаной. Или берешь готовый йогурт, туда якутской земляники, и все, лучше ничего нету. Вот она, кстати, да, в этом году она мне не отправляла. Мама, кстати, не отправляла. Сейчас начался сезон рассады. И первыми я посадила землянику. Вот они у меня такие получились пока. Но это, скорее всего, для внуков. Но, может, ей никуда достанется. Мне нравится копаться в земле. И я вообще жду весну, чтобы все расцвело. Потом занимаюсь огородом. Но сажаем мы все то, что нам нужно. Последние годы всегда сажаем одно какое-то растение, которое мы никогда не садили. Ну, сейчас это особенно для внуков, как садить, как ухаживать и что из него выйдет. Да? Так мы, например, в прошлом году садили кукурузу, и мы получили початки. Мы сажали санбери, мы сажали арбуз, черную редьку. Ну, вот так всяко пробую. И мне это все нравится. Каждый, кто родился не в городе, а на земле, наверное, к этому приходит и занимается огородным хозяйством. И был такой смешной случай. Построили гигантскую теплицу, и мы за 1 год сняли 39 мешков помидоров. Мешков, то есть для картошки помидоров 39. И мы попытались сдавать ее в райпо, потом раздавали всем соседям, потом попытались продавать или хотя бы раздавать родственникам.
потом засолили. Мама научилась их аджику варить, лечо варить. Маленькие помидоры резко замороженные. То есть помидоры я до сих пор не люблю. Еще одно увлечение моей мамы было и папы было, они решили вдруг кролики, не только замечательный мех, но и высокодиетическое мясо решили они. А кролики имели свойство размножаться безостановочно. Но, слава богу, от них избавились, потому что кроличье мясо я до сих пор не люблю. Хорошо, что мы коров еще не заводили, наверное, говядину бы не ел, молоко бы не пил. Вот. Но вот она у меня такая, любит, если берется за что-то, то максимально эффективно. Кроликов так 100, помидоры растим так мешками. Что-то еще делаем, так еще больше. Ну, еще я немножко шью. Когда я вышла на пенсию, я пробовала и вышивать, и бисер немножко там позанималась. Я люблю шить из меха. Это у меня с молоду. Я обшивала своих, от рукавичек до унтов. Младшая дочка хорошо рисует, шьет. А старшая дочка тоже, хотя преподаватель информационных технологий, она тоже хорошо шьет. Она и плетет из лозы, она и сумки всякие шьет, и вышивает бисером. Но это когда тоже приходит вдохновение. Матрёна Николаевна передала своим дочкам все свои таланты, умения и навыки. А вот сына она одарила своей решительностью и смелостью. Удивительно, как в такой скромной женщине живут храбрость, мужество и бесстрашие. Моя мама, когда была студенткой, она стала мастером спорта по прыжкам с парашютом или по парашютному спорту. Что-то такое. Она раз 10 или 15 прыгала с парашютом, у нее фотографии есть. Я только смотрел на эти студенческие фотографии, думаю, как это можно прыгать с парашютом, это же страшно, а вдруг не раскроется. Ну, короче, я не хотел, я не люблю высоту, я не люблю, когда некоторые дети любили, у нас есть там рядом с домом огромная водокачка сверху, я поднимался на 2-3 уровня этой водокачки, думаю, да ну нафиг, зачем мне это, боюсь высоты. И тут, когда уже переехал в Москву, прошло время, я тут вспоминаю, мама же у меня крутая, она прыгнула, она мастер спорта, думаю, надо ее порадовать, прыгну, когда я с парашютом. Записался, Подмосковье, поехал, еду, думаю, ага, вот сейчас сниму сторис, отправлю ей, чтобы она знала, что я тоже красавчик. Она прыгала, по-моему, с 900 метров, или с километра, а я записался сразу прыгнуть с 4 километров высоты. Я крутой, еду, и с каждым приближением осталось 10 минут до приезда, погода не очень. Потом меня одели, потом... это первый раз, когда ты прыгаешь, в тандеме прыгаешь. То есть тебя профессиональный парашютист к себе пристегивает, ты вот висишь. И, соответственно, тогда как я почти 100 килограмм вешу, за мной меня пристегнули к мужику килограмм 150. Я так представил, это 250 килограмм не раскрывшегося мяса. Думаю, все, ребята, я передумал. Мама поймет, зачем. И тут у меня что-то побаливает. И потом и говорят, что парашют дернется, спина может что-то. Я нашел 1000 причин. А мужику, к которому я пристегнут, который инструктор, говорит, так, это паническая атака, сейчас садимся в самолет, самолет оплачен, деньги не возвращаются. Я такой, ну деньги раз не возвращаются. Потом прыгнул. Маме с гордостью отправляю. И она говорит, с 4000. Я говорю, ну я без тандема прыгала. Когда прыгнешь, типа сам, когда сам прыгаешь, оказывается, сам укладываешь парашют свой и сам один прыгаешь. То есть ответственность на тебе, чтобы не показали, кто-то неправильно уложил. Думаю, ну ладно. Так что в ближайшее время постараюсь сам сложить парашют, научиться с дежурными прыжками и один прыгну. Крутая штука. Такой прям как будто в космосе. В тот момент, когда раскрывается парашют или ты прыгаешь, ты жизнь застывает и как будто по-другому начинаешь. И мир, все, тебя, ты летишь с ветром. Еще с разницей, да, или тяжесть? Здесь встречаешь
Я еще хочу! Эдуард поднимает свой адреналин не только благодаря прыжкам с парашютом. Несмотря на кажущуюся легкость сферы своей деятельности, получает он огромные порции напряжения и стресса именно на работе. У меня очень эмоциональная работа, требующая, я выхожу на сцену, там 2500 человек, нужно отдать энергию, любовь, всех завести, заставить танцевать, петь, улыбаться. А потом выходишь, сидишь и потом даже друзья подходят, говорят: ой, после мероприятия поехали дальше тусить. Я говорю, я бы не хотел вообще никого видеть, музыку ненавижу, артистов, шоу-бизнес ненавижу, поехал домой. И то же самое, когда я прихожу домой к родителям, мне посидеть, помолчать и с ними покушать даже лучше, ну, комфортнее. Я не должен им ничего доказывать, не пытаться веселить их, хотя, наверное, надо. А к родителям приходишь, и так круто, что они от меня ничего не хотят. Такое у нас общение, общение молчанием. Вот, оно круто. Если молчание – это отдых, то мамины объятия и поцелуи – это тот витамин счастья, от которого сын получает максимальную энергию для дальнейших свершений. Знаешь, что до сих пор она делает? Она, ну, как люди целуются, да, целуются губами обычно, ну, в щеку целуют, да, мы, например, когда здоровье, она нюхает. Ну, по-моему, это якутская такая традиция, она, и вот, типа, пытается запомнить мой запах, и я тоже, и, ну, прикольно, но это нигде, кроме нашей семьи, это нюхать, ну, и запоминает, наверное, до следующей, ой, сейчас заплачу, вот так. Вот. И мне же уже много лет, она подходит и нюхает. Ну, хорошо, что я хорошо пахну. Вот что. Может быть, поэтому. Вот это мне очень до сих пор нравится. И, наверное, это надо делать, запоминать запахи. Сын для меня – это все. Мой ребенок. Сколько бы это ни было лет ему, он мой ребенок любимый. Маму любят, потому что это мама. Я счастлива, когда мои дети здоровы, что у них все получается, все задуманное. Тогда я тоже счастлива. Когда их мечты сбываются, я тоже счастлива. Счастье матери в благополучии ее детей. Наверное, в жизни нет ничего бескорыстнее, чем любовь мамы. Подарить жизнь, дать знания и опыт, оказать поддержку, помочь осуществить все мечты и потом спокойно отпустить плавать в океан жизни. Не этого ли желает каждая любящая мать? Нам такой камертон здоровья семьи. Она понимает, что, ну, воспитала нас нормальными людьми, которые пытаются жить честно. И она знает, что я сделаю так, как я считаю нужным. И она это примет. Мне кажется, это круто, вот, когда такое взаимодействие. Римский философ Сенека говорил: «Учись веселиться». Нашему герою повезло больше. Он этому не столько учился, сколько таковым уже и родился. Веселить людей – это и дар, и образ жизни. Юмор и шутки для нашего героя – это спасательный круг на волнах жизни. И как была права в свое время мама, когда с легкостью отпустила его в это плавание. Не зря говорят, что каждая мама – это ангел-хранитель для своего ребенка. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.